прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 1 августа. Судьбоносный выбор. На данный момент идет период регистрации кандидатов. В общей сложности уже выдвинуто на этих выборах 278 кандидатов. Избирком готовится к выборам в 5 муниципальных образованиях. Когда состоится голосование? Забота о каждом. В случае, когда участники СВО или члены их семьи выбирают какую-либо вакансию, сопровождаем их вплоть до трудоустройства. В республике активно предоставляется широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семьям. Куда обращаться? Юный триумфатор. Подготовка Самадош, Кросаяштик, Сурина, Инаш, тренировка Холшкина, Главна Бабяш, режим. Чеченский спортсмен Ясин Ибрагимов стал победителем первенства Европы по боксу среди юношей. Как готовился к золоту? В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров поздравил руководство и весь коллектив Российского университета спецназа имени Владимира Путина с 12-летием со дня основания. Глава особо отметил, что с самого начала проведения СВО Центр принимает активное участие в подготовке добровольцев для защиты интересов страны. Это не просто учебное заведение, а место, где формируются настоящие патриоты. Глава выразил гордость тем, что в стране существует такой уникальный центр подготовки, и назвал его достижением обеспечения безопасности неоценимым. Республика продолжает быть отправной точкой для добровольцев. В их рядах как опытные воины, так и новобранцы, представители самых разных регионов. Всех их объединяет патриотизм и спецподготовка в Российском университете спецназа. В центре бойцы осваивают тактическую и огневую подготовку, учатся оказывать первую помощь и ориентироваться на местности. Детали этого уникального обучения в репортаже Лейлы Муртазовой. Это не фронт, пока еще нет, но учебный бой максимально приближен реалиям передовой. Многонациональная группа добровольцев со всех уголков страны проходит ускоренный курс в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Самому молодому бойцу в команде 18 лет, который уже успел побывать на специальной военной операции. Приехала с Белгорода. Решил принять участие, не сидеть дома. Все равно проходить службу в армии, решил вот так пройти краткосрочный контракт. Второй раз уже захожу. Все обучили хорошо, все понятно. Инструктора понятно объясняют, если что подсказывают. 2 недели новобранцы проходят интенсивную программу подготовки, разработанную инструкторами РУС с учетом опыта специальной военной операции и успешно применяемой на практике несколько лет. Здесь каждый этап – это отработка конкретных боевых задач, с которыми они могут столкнуться на передовой. Занимаемся добровольцами, как преодолевать опасные участки, открытые места там. Первый раз, когда группа приезжает, соответственно, они без ничего приезжают сюда. Поэтому сначала мы проводим теоретические работы с ними, и после уже переходим на практические действия. Добровольцы проходят обучение по разным направлениям. Тактика огневая, инженерная, медицинская подготовка, включающая первую экстренную помощь, работа с ранеными и спасение жизни в боевых условиях. На месте также осваивают знания владением пулемета. Все протекает под чутким руководством инструкторского состава. Прицеливаемся, как по боевой, прицеливаемся, производим холодный спуск. Многие отдают предпочтение спецназу «Ахмат» и стекаются на базу РУС, чтобы познать все навыки ведения боя. Родился в семье. Папа военный, мама у меня работала санитаркой. На данный момент отец у меня офицер в отставке. Он на пенсии уже, а мама уж не стала 2 года назад. В Ахмате у меня очень много товарищей, очень много друзей. Нет, не первый раз. Участвовал в том году то же самое. Также приезжал через Ахмат. Прекрасная подготовка, мне все нравится, обеспечение на высшем уровне. На базе учебного центра имеются все условия не только для обучения, но и проживания бойцов. Отметим, что Российский университет спецназа с началом специальной военной операции подготовил и направил на передовую более 22
2000 добровольцев. В ближайшее время им предстоит применить полученные навыки в реальных условиях. Каждый из них будет действовать самостоятельно и с полной ответственностью. Когда они покинут Российский университет спецназа имени Владимира Путина, их уже будут считать элитой среди добровольческих движений. Лейла Муртазова, Шамсидин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники подразделений тылового обеспечения Росгвардии. Именно на их плечах лежит обеспечение всем необходимым от организации питания и снабжения обмундированием до создания бытовых условий, в том числе в зоне СВО. От их профессионализма и добросовестности напрямую зависит не только боеспособность, но и повседневное благополучие каждого росгвардейца. История тылового обеспечения в России насчитывает 325 лет. За эти столетия тыл прошел славный путь развития, став надежной опорой для защитников Отечества. Банно-прачечный комбинат за одну рабочую смену может постирать более 100 килограмм белья, что в полном объеме обеспечивает потребности нашей воинской части. Получение юридической помощи, выдача технических средств реабилитации, содействие в обустройстве дома. Всесторонняя поддержка участников СВО и их семей – это не просто слова. В республике активно предоставляется широкий спектр мер. Выплаты, льготы и социальные услуги – все это направлено на улучшение материального положения, социальную адаптацию и решение повседневных вопросов. Куда обращаться и какие документы понадобятся, выясняла Рабиат Гайтиева. В Чеченской Республике продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. На данный момент в регионе действует 28 мер социальной поддержки. С начала проведения специальной военной операции главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым уделяется пристальное внимание данной категории людей. Это участники СВО, членов их семей. И, соответственно, разрабатываются нормативные акты, даются поручения главы Чеченской Республики, и в соответствии с указом главы Чеченской Республики от 24 ноября 2022 года номером 241 разработан комплекс мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики оказывает содействие участникам СВО и их семьям в сфере занятости и образования. Через центры занятости или онлайн-сервисы можно получить помощь в трудоустройстве, пройти профориентацию, переобучение и дополнительное профессиональное образование. Показываем те вакансии, которые у нас есть в банке вакансий. В случае, когда участник СВО или члены их семьи выбирают какую-либо вакансию, сопровождаем их вплоть до трудоустройства. Также, если есть такая необходимость, ищем ему ту работу, которую он может выполнять на дому. С мая 2023 года в республике работает филиал Федерального фонда «Защитники Отечества». Его задача – помощь ветеранам СВО, получение всех видов государственной поддержки. При возникновении дополнительных вопросов сотрудники Центра занятости перенаправляют своих клиентов социальным координаторам Фонда «Защитники Отечества», которые уже совместно решают поставленные задачи. Семьи бойцов имеют право на внеурочную помощь. Дети-инвалиды получают реабилитацию в специальных центрах, пожилые родственники – уход в стационарах. Все эти услуги оказываются в приоритетном порядке. Если у участника СВО военнослужащего есть ребенок-инвалид, они имеют право обратиться в реабилитационные центры для детей-инвалидов, подать заявление и воспользоваться данной мерой соцподдержки. Оперативно их вопрос будет принят, проблема будет решена, и в данное учреждение ребенок будет принят в неочередном порядке. Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт через военкоматы Чеченской Республики или подразделения Росгвардии, могут получить выплаты в размере 400 тысяч рублей, подав заявление в местные отделы соцзащиты или через портал госуслуги. Вся система поддержки в регионе направлена на то, чтобы ни один участник СВО и его семья не остались без помощи. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Чили-Юрте состоялась церемония закладки капсулы в честь старта строительства жилого комплекса «Серебряные ключи». В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рустам Шаптукаев и глава администрации Шалинского района Турпалали Ибрагимов. Проект реализуется при поддержке Рамзана Кадырова. Он предусматривает возведение 4 современных 9-этажных многоквартирных домов. Также запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий, создание детских, игровых, спортивных площадок и комфортных зон отдыха.
Ожидается, что комплекс значительно повысит уровень комфорта для жителей. Dediğine mel dolu, kel объект hayal шаю, ничем не уступающий мировым стандартам Харшадега, вой почвовен, дин беркату, дал тя берке, дал эктрубу. Чеченская республика готовится к выборам в 5 муниципальных образованиях: Гудермесском городском поселении, Новобинойском и Гойчуйском сельских поселениях, городе Аргун и Шатойском муниципальном районе. 14 сентября в единый день голосования будет избрано 80 депутатов. Проголосовать смогут более 85 тысяч избирателей. Избирательная комиссия до 30 июля принимала документы на регистрацию кандидатов. В течение 10 дней комиссия проверит их и примет решение о регистрации или об отказе каждому кандидату. На данный момент идет период регистрации кандидатов. В общей сложности уже выдвинуто на этих выборах 278 кандидатов. Участвуют 4 политических партии. Это «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР и «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Во всех школах Грозного состоялись торжественные церемонии вручения документов о среднем общем образовании. По итогам учебного года столичные выпускники продемонстрировали высокие результаты. 170 из них получили аттестаты с отличием и золотые медали. Еще 115 удостоены серебряных медалей. Также 422 девятиклассника получили аттестаты особого образца. Благодаря своим успехам выпускники теперь имеют возможность поступить в престижные вузы. И сегодня в этом зале мы собрались для вручения аттестатов особенного образца. Я желаю вам всего самого наилучшего. Желаю, чтобы и в дальнейшем вы были особенными учениками, особенными людьми. Удачи вам, Шудал и Актубой! Триумф на европейской арене. Чеченский спортсмен Ясин Ибрагимов завоевал золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди юношей. Соревнования проходили в сербском Златиборе. Выступая в весовой категории до 40 килограммов, Ясин не просто стал чемпионом, он был удостоен почетного звания лучшего боксера турнира. О его пути к победе и о том, что стоит за успехом, Магомед Азиев. В весовой категории 40 килограмм сокрушительную победу одержал воспитанник чеченской школы бокса Ясин Ибрагимов в сербском городе Златибор в финале первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Дома у парня лежит изрядная коллекция кубков и медалей. Хоть в профессиональный бокс он попал всего 2 года назад, у него получилось добиться ошеломительного результата. В Европе воли сбор хелир. Россия воли сбор я сигарваму срез коден дамадел кица сборинер уже перед Европой. Дик подготовка йор урен самадош кросса яштик сюрина динаш тренировка холшкирна плотно бабяш режимер. Первый раз гуш бошилчи кыстрана хилчи цер видеош леч карацер примерно мухир бухарсон. Ишт примерно мубажи подготавливаться до видео, на ментальное и физическое состояние молодого чемпиона повлияла семья и окружение. Они верили в него, и их поддержка подталкивала его на результат. Отец парня, будучи главным тренером республики по боксу, с детства прививал ему любовь к этому спорту и впоследствии передал его на обучение своему близкому знакомому, заслуженному тренеру Чеченской республики Магомеду Ахмадханову. Висаш, лахар мелхру чехки моле беж, что веса дик конкуренч барохон. Всего Москвой Охо, хобой выиграть. Первый бой Боснии, Герцеговина, Цигарвар, да второй бой Армянвар, третий и Азербайджан. Соперник Оди Кибер, шеше Ома первый бой. Абекин баршей на Европу выходы ахнер. Что поддержка есть, он яш сбор ек кидек, он уж мел долом лат баштар, что ой пачан дел рейсала лурдар, он мел ушук
Тренер заявляет, что для этой победы были приложены все усилия. Динамика, а также темп не сбавляли ни на миг, начиная с тренировок в родном зале, заканчивая всероссийскими отборочными. خلو خلاح شقي دال إشتا صوف دير تاشين ديلا نيتم تشقي ولو تاشي يوروبيا شو يترسي يحشولا ديكيري ديال بيش يتغاشم تا بيرو ترو بي بيرو راند دعوة خشت بينك تا فينالني ديك وريز شو ديكي ورشة شو يقدر دير دوال ويرن يوبول وشو برا هذا إشت فينال عتسونجري ويقدر تنسل تاشين تاشين سجايين والبيش قولنا يوروبيا لبوسنا واشكاش شابيجي حوصا حوصي ليش تيرخ تا ويدري توسر بوتشي بوكسرولي خاشي روسيا خاشي نيليون يامرت وانا ملا تعقي دويش دا заряженный ورتاشي زيتو да что нам были خاشي 9 ноября парню исполняется 14 лет, и он переходит в новую категорию, где минимальная весовая 46 килограмм. Чтобы быть готовым к новым и более взрослым соперникам, он старается не выпадать из графика и систематически оттачивает технику. Отдых предстоит недолгий нашему спортсмену, потому что уже 10 августа он должен поехать на очередные сборы, после чего будет проводить подготовку ко всероссийским соревнованиям. Парень уверен в своих силах, а также уповает на Всевышнего, вследствие чего он решительно настроен занять первое место, а также добиться еще больших высот в будущем. Магомед Азиев, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов. Вести Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте ВНХ в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.